Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Амшик Шара». Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. СЭС взяла пробы воды по всему побережью Сухумской бухты. В городе Гал приводит в порядок Центральный парк. Расим Камлия был приглашен спикером на международную научную конференцию. Болезнетворные бактерии и вирусы в пробах морской воды не обнаружены. Об этом рассказала главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева. Напомним, что на днях на берег выбросила туши 5 поросят и теленка, в связи с чем СЭС взяла пробы воды по всему побережью Сухумской бухты. Через 3 дня будут готовы и анализы санитарно-показательной флоры по питьевой и морской воде. Санитарно-показательная флора – это микробы, которые сами по себе не вызывают заболевания, но являются индикатором наличия органического загрязнения. В городе Гал приводит в порядок Центральный парк. Сметная стоимость работ составляет более 5 миллионов рублей. После завершения всех запланированных работ у горожан появится комфортная зона для отдыха. Все подробности в материале Гугуцы Вардания. Масштабных ремонтных работ по обновлению Центрального парка по улице Самурзаканская в городе Гал не проводилось на протяжении почти 30 лет. Обеспокоенные его состоянием горожане обратились в администрацию с просьбой о восстановлении зоны досуга. После составления проектно-сметной документации был заключен контракт с галской строительной компанией. В октябре прошлого года были начаты первые работы, связанные с благоустройством парка. В ряде случаев обновлялись лавочки, там фонари и так далее, но этого было недостаточно, так как не было тротуарной плитки. Сметная стоимость работ составляет 5 миллионов 400 тысяч рублей. Ремонт финансируется за счет средств местного бюджета. Уже заменены старые дренажные трубы, проложенные еще в советское время. На втором этапе установили каменные бордюры, уличные фонари, уложили тротуарную плитку. Сейчас устанавливают лавочки и мусорные урны. Все работы должны были завершиться еще в конце мая, но в связи с теми погодными условиями, которые сложились у нас в районе, дата, скорее всего, будет переноситься завершение работ где-то в середине июля. В принципе, 90% всех работ выполнены, остались только расчистка территории, установка лавочек и мусорных урн. А все остальные работы, в принципе, уже завершены. Для установки каменных бордюров по периметру парка потребуются дополнительные средства. Администрация планирует обратиться в районное собрание, чтобы внести изменения в бюджет и изыскать деньги на эти работы. Парк поделен на 2 части. То есть первая часть это более такая прогулочная, а вторая часть, скорее всего, парка будет более такая развлекательная для молодежи, которые могут прийти там посидеть, кино посмотреть. У нас здесь, как вы видите, стоит большой экран на белом полотне. Он функционирует, когда какие-то чемпионаты мира и так далее, чтобы горожане могли собраться, посидеть, футбол посмотреть. Но мы хотим его как-то чуть переделать, сделать более такой маленьким, и чтобы была возможность, чтобы такой небольшой проектор поставить, и что можно было бы смотреть не только футбол, но и какие-то мультики, фильмы и так далее. На территории парка планируется провести бесплатную сеть Wi-Fi, установить различные арт-объекты. Да, хотим, конечно, и арт-объект, чтобы люди могли, как центр притяжения, чтобы могли фотографироваться и прийти. И обязательно будет бесплатный Wi-Fi. У нас, вы знаете, провайдер-система у нас в районе. Им там выделили землю для строительства офиса, а взамен они нам делают для горожан, для района делают бесплатный Wi-Fi. Тоже здесь будет. Будет и еще предусмотрено, мы еще будем ремонтировать фонтанчик, еще будем восстанавливать. Ну, дальше по нашим возможностям, у нас очень сложные финансовые возможности, но мы изыскиваем средства. Я думаю, он будет потихонечку совершенствоваться еще. Пиле отметил, что реализация запланированного зависит от финансовых возможностей района. По завершению состоится торжественное открытие обновленной парковой зоны. Гугуца Вардания, Сария Кварацхелия, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. Абхазский ученый Расим Камлия был приглашен спикером на международную научную конференцию, которая прошла в Сингапуре. Конференция длилась 2 дня. По итогам поездки наша съемочная группа поговорила с ученым. Репортаж Рады Чичава.
Выходец из села Лыхны, выпускник Московского института электронного машиностроения. Расим Камля до 2006 года работал в Сухумском физико-техническом институте. Доцент АГУ является автором 25 научных работ, опубликованных в журналах Академии наук России и международных изданиях, а также 7 изобретений с авторскими свидетельствами. В этом году Расим Камля принял участие в первой международной конференции по материаловедению, проходившей в Сингапуре. Стран-участников очень много. Из Соединенных Штатов, из Англии, Австралии, Аргентины, Японии очень много было. Там даже перечислить я сейчас не успею всех. У меня были публикации раньше. Я выступал в Лондоне в 2019 году. Потом 2 публикации в американском журнале и 2 публикации в Великобритании. И специалисты, когда прочитали эти статьи, уже начали приглашать. Это уже не первое приглашение было. Вот на это приглашение удалось поехать. Несколько лет назад Расим Камля представил ученому миру свое доказательство теоремы Пьера Ферма. Его доклад «Единство материи и антиматерии» произвел большое впечатление на участников проходившего в Анапе Международного научного конгресса. И по предложению проректора Кубанского медицинского института работы Расима Аркадьевича были выдвинуты Конгрессом на Нобелевскую премию в области физики, но, увы, безуспешно. На прошедшей в Сингапуре конференции Расим Аркадьевич представлял доклад на тему природы слабого взаимодействия и радиоактивности. Вот есть такое слабое взаимодействие, одно из фундаментальных взаимодействий, которое рассматривает физика, она порождает радиоактивность. Вот про это я и рассказывал. Физика вообще сегодня рассматривает 4 фундаментальных взаимодействия. Это электромагнитное, гравитация, сильная, слабая. Так вот, природа 3 из этих взаимодействий до сих пор неизвестна была. Электромагнитное уже давно известно, это уравнение Максвелла, там все разрешено. А сильное, слабое, откуда берутся эти взаимодействия, неизвестны были. Сильное взаимодействие – это ядерные силы, энергия, которой человечество пользуется уже давно, а ее природа до сих пор была неизвестна. Про слабое взаимодействие тоже полностью известна природа этого взаимодействия. В конечном счете оказалось, что это электрические взаимодействия частиц вещества. В то же время, значит, то, что мы говорим, электрические взаимодействия, плюс-минус, мы говорим, это есть материя, антиматерия. Это самое фундаментальное открытие, которое мне удалось сделать. То есть это открытие на грани физики и философии. По словам Расима Камля, самое главное в научных конференциях, в особенности международных, это возможность обменяться опытом с коллегами-учеными и обсудить последние открытия. Действительно, там главное не доклад, который я зачитал, а общение с людьми, поделиться мнениями по тому или иному вопросу. Вот это самое главное. Этому посвящена обычно конференция любая. Вот. Можно и в журнале опубликовать, но когда со своими коллегами с глазу на глаз общаешься, вот это самое интересное. Конференция длилась всего 2 дня. Вот. Под впечатлениями были многие. Я буквально вчера получил письмо о том, что в декабре месяце в Дубае состоится конференция, и ты являешься членом оргкомитета. Вот такое письмо я вчера получил. Расим Камля в списках участников различных конференций и при публикациях научных статей всегда представляется ученым из Абхазии, из Абхазского государственного университета. И в завершении беседы отмечает, что без развития науки невозможно развитие общества. В этом с Расимом Аркадьевичем сложно не согласиться. Рада Чачава, Заур Кварча, Абхазское телевидение. Министр внутренних дел Роберт Киут провел выездное совещание в отделе внутренних дел по Гудаутскому району. Подробности в материале пресс-службы МВД. Министр внутренних дел Роберт Киут провел выездное совещание в УВД по Гудаутскому району. В совещании приняли участие заместитель министра Беслан Чкадуа, помощник министра Батал Агарба, начальник управления по воспитательной работе Денис Стерлигов. О положении дел в Гудаутском районе доложил начальник отдела Зос Магицба. Полностью укомплектованы. Служба участковой
есть недокомплект, там несколько единиц. Сотрудники ГАИ сейчас на сегодняшний день, новые курсанты, имею в виду молодые офицеры, прибыли 3 человека. Начальник УВД по Гудаутскому району также доложил о статистике преступлений за текущий год. Министр Роберт Кют подчеркнул, что в последние годы в районе активно развивается туризм. Все больше людей приезжают в Гудауту для отдыха, что, безусловно, усиливает без того ощутимую нагрузку на личный состав милиции. Генерал-майор Кют поручил предпринять все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности граждан и туристов в период курортного сезона. Район реально сложный, и очень хотелось бы, чтобы работа строилась слаженно. Все вопросы, которые возникают, их не нужно откладывать в долгий ящик. Я всегда готов рядом стать, не только я, и мои заместители, для решения тех или иных задач. Криминогенную обстановку в районе нужно держать именно в таком порядке, чтобы не было определенных проявлений. На территории у вас здесь проживают криминальные авторитеты, знаете прекрасно. Задачу по ним отдельную я ставил, ее необходимо будет выполнять. Зослан Сарденович, скажу так, что если будут нарушаться правила, которые установлены, будут большие проблемы. Я не хотел бы, чтобы мы как-то по этому вопросу обсуждали. Люди должны себя чувствовать, прибывающие в район и проживающие на территории района, должны себя чувствовать комфортно. Не должны ощущать, что им что-то может угрожать, потому что первостепенная ваша задача – обеспечение правопорядка среди наших граждан и лиц, приезжающих в целью отдыха. Вот основные направления здесь Афон, Рица и также, конечно, побережье. Где очень активно идет развитие курорта, надо этому помочь. Надо создать правильный имидж. Особое внимание министр внутренних дел поручил уделять внешнему виду сотрудников и их манере общения с гражданами. Роберт Кют подчеркнул, что поведение каждого милиционера влияет на общий имидж правоохранительной системы и ее восприятие гражданами. От вас каждого зависит то, как вы себя ведете на улице. Вы в непосредственном контакте находитесь постоянно с нашими гражданами. Когда вы заслужите уважение от своего народа, поверьте, у вас будет гораздо меньше проблем с чем-либо. Поведение сотрудников должно оставаться самым лучшим образом, чтобы выглядели. Максимально, я вам говорю так, я вот в других подразделениях тоже находился и доводил до них. Максимально проявить сдержанность. Никто из вас не имеет права грубить, хамить, либо вести себя как-то недостойно перед нашими гражданами. Как бы они себя ни проявляли. Большой проблемой для Гудаутского района является наличие крупного скота на трассе. Коровы, лошади, буйволы не раз становились причиной ДТП, в том числе со смертельным исходом. Министр Роберт Кют поручил проработать данный вопрос с районной администрацией в целях скорейшего принятия решения, которое минимизирует число животных на дорогах. Возможно, в ближайшее время мы выйдем с предложением о принятии определенных мер. Понятно, нашему населению это очень не понравится. Но в то же время скажу вам так. Гибель каждого нашего гражданина из-за этих коров и коней на дорогах, поверьте мне, гораздо дороже его жизни, чем жизнь этих коров. И пусть люди нас поймут. Министр внутренних дел подчеркнул, что в последнее время в соцсетях граждане жалуются на сотрудников госавтоинспекции, которые останавливают российские машины без имеющихся на то причин. Эту ситуацию министр Кют обещал взять под личный контроль. Я вас очень прошу, пока прошу, максимально ограничить от беспорядочных остановок российских автомобилей. Люди приехали сюда отдыхать. Если у него было бы все как-то где-то не в порядке, наверное же он где-то по пути до сюда мог бы и не доехать, даже границу не переехал бы, наверное. Ради просто проверки документов останавливать не нужно. Если есть нарушение, принимайте соответствующие меры. Но это должно быть обосновано, чтобы не было никаких жалоб в мой адрес относительно того, что идут поборы, идут непонятные какие-то вещи, чтобы даже пускай представляются правильно. Это лицо нашего государства, лицо нашего народа. Далее совещание продолжилось в отделении милиции города Новый Афон. Как рассказал начальник отделения Игорь Барцец, с каждым днем в город прибывает все большее количество туристов.
В основном большое количество людей в дневное время, учитывая однодневные, то есть это экскурсионные маршруты, и вечером уже в разы уменьшается. По частному сектору тоже наблюдается динамика, уже добавляются люди потихонечку. И все это профилактируется нашими сотрудниками в ночное время. Село Псырцха, центр города, район Ракушка. И все маршруты, на всех маршрутах находятся, насколько это возможно, наши сотрудники в пешем порядке и автопатруль. Город небольшой, всех жителей города вы знаете прекрасно. Все, кто посторонние сюда прибывают, как они выглядят, чем они могут заняться, вы тоже знаете, надо работать на упреждение. Постфактум расследование преступлений, это, наверное, конечно же, ваша работа, но на предупреждение, когда будете работать, поверьте мне, вам не придется их расследовать. Подводя итоги совещаний, генерал-майор Киут подчеркнул, что у милиции Гудаутского района хороший потенциал. У вас молодая и слаженная команда, есть все необходимые условия для работы, поэтому и требования к вам довольно высокие, отметил министр внутренних дел. Все предложения по возможному улучшению качества работы личного состава Роберт Киут поручил представить в письменном виде. Министр отметил, что руководство МВД будет оказывать милиции Гудаутского района всяческое содействие при условии добросовестного выполнения ими своих служебных обязанностей. В Гагарском районе изъяты корни наркосодержащих растений в крупном размере. Задержан житель села Псахара. Ведется следствие. В селе Псахара задержан гражданин Кишишан Сергей Людвигович, 1972 года рождения, подозреваемый в культивировании наркосодержащих растений. Оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска Гагарского УВД совместно с районным отделом СГБ Республики. При осмотре приусадебного участка по месту проживания вышеназванного гражданина сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены отдельные насаждения растений зеленого цвета со специфическим запахом. Скажите, пожалуйста, эти растения вы посадили? Да. Чем является данное растение? Что это такое? Марихуана. Марихуана. В общей сложности гражданин Кишишан высадил и культивировал более 400 растений. Все обнаруженные корни сотрудниками милиции были изъяты и направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел, где установлено, что 200 растений вида конопли южно-краснодарской на стадии своего вегетативного роста содержат наркотически активный компонент и могут быть использованы в качестве сырья для изготовления наркотического средства марихуана. 451, 452 зеленого растения со специфическим запахом. Граждане участвующие, видите? Да. Подтверждаете факт обнаружения изъятия? Да, конечно. Вы подтверждаете, что это ваши растения? Да. Вами были посажены? Да. В отношении гражданина Кишишан по факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, совершенное в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Последний санкционирован к содержанию под стражей. Расследование проводит следственный отдел УВД по Гагарскому району. 28 июня в Сухуме состоится республиканская акция молодежи Абхазии против наркотиков, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. В рамках акции пройдут легкоатлетический забег, соревнования по баскетболу, плаванию, настольному теннису, шахматам, нардам, домино, а также мастер-класс по стрельбе из лука. В мероприятии может принять участие любой желающий. Слушать пение ветра и любоваться пейзажами нового Афона теперь можно с новой точки, со смотровой башни Гранд Тауэр. Автор этой идеи – местный предприниматель Саид Званбая, который реализовал проект на собственные средства. Над воплощением идеи в реальность работали местные специалисты. Интересные факты технических характеристик и о том, как прошло торжественное открытие объекта, расскажет Асида Малия. Перерезана ленточка, смотровая площадка открыта. Еще одна вершина, покоренная в Новом Афоне. Высота более 27 метров. 100 человек она может выдержать за раз. На смотровые площадки можно подняться по желанию по лестнице или же лифтом.
Смотровая башня Гранд Тауэр – реализованная идея предпринимателя Саида Званбая. На планирование и подготовительные работы ушло около 5 месяцев, а само возведение заняло более года. Гранд Тауэр – это не просто очередной реализованный план, а нечто большее, признается Саид Званбая. Подобных этому в Абхазии объектов нет. Не надо изобретать велосипед, все давным-давно за нас уже придумали. Это практика практически всех курортных городов. Афону хватает всего на самом деле. Здесь нерукотворная красота, а мы просто как-то вот пытаемся дополнить, привлечь туриста и разнообразить экскурсионные маршруты. Дизайн башни замысловатый, а проект, как и сама конструкция, достаточно сложный. Кстати, автором проекта является архитектор Сократ Вуба. Башня выполнена из 50 тонн железа. Для ее прочности и устойчивости в землю вбиты 12 свай, каждая в глубину до 9 метров. Для визуального эффекта и облегчения конструкции ступени и полы ярусов выполнены из специальных железных листов с отверстиями. Лифт в башне современный, комфортный и, главное, надежный. Лифт грузоподъемностью 1000 килограмм, 15 человек. Значит, на башню могут одновременно забраться до 100 человек. Танцевать, не сбегать, не забегать на башню не рекомендуется. На башне мы не заметили никаких предупредительных знаков и инструкций по технике безопасности. Саид Званбай рассказал, что работу в этом направлении запланировали на следующий день после официального открытия. А на сегодня посетителей предупредили, что танцевать, прыгать и бегать на башне небезопасно. Подъем изрядно щекочет нервы. Покорение высоты явно не для акрофобов. В башне полы с отверстиями, а балкончики со стеклянными полами. Первые посетители и участники торжественного открытия башни проводили время на самом верхнем ярусе. К шампанскому ягоды и фрукты, а к великолепному виду с высоты живая музыка. Все это органично вписывалось в прохладную июньскую атмосферу Нового Афона. Прекрасное море, прекрасный вид. Вообще, конечно, святые места – это что-то с чем-то. Природа. Это все можно отдать за нее. Мы пришли сюда одними из первых, когда еще не так много народу было. Насладились всеми этими видами. Очень обрадовались тому, что появилась новая достопримечательность в Абхазии. Мы очень рады сюда приезжать вновь и радоваться чему-то новому. Ну и тому, что старое сохраняется. Если для туристов эта башня еще один вид досуга, для местных – нечто большее. Я думаю, это пойдет на пользу и городу, и республике. Приятно видеть столько людей. И нашим гостям, я думаю, это точно понравится. Какой доход в местный бюджет принесет этот новый туристический объект, пока неизвестно даже приблизительно. Саид Званбай рассказал, что стоимость билета для взрослого составляет 200 рублей, а деткам до 6 лет бесплатно. И это единственный из расчетов, сделанных после запуска объекта. А еще предприимчивый житель Нового Афона к следующему году планирует ввести в эксплуатацию колесо обозрения. Он уточнил, что основа уже готова, и она виднеется со смотровой башни. А пока горожане и гости привыкают, что неподалеку от Новоафонской пещеры теперь есть рукотворная достопримечательность – смотровая башня Гранд Тауэр. С этой высоты открывается чудесный вид на афонские пейзажи. Безусловно, эта смотровая площадка станет еще одной визитной карточкой этого сказочного города. Асида Малия, Адам Арджения, Абхазское телевидение. Сухумское высшее общевойсковое командное училище проводит набор абитуриентов по специальности боевое применение мотострелковых подразделений, гражданская специальность, менеджер по управлению персоналом. Срок обучения 4 года. По окончании училища всем выпускникам присваивается воинское звание лейтенант. Прием документов в военных комиссариатах по месту жительства до 10 июля. За дополнительной информацией можно обращаться по телефону 229 77 34.
28 июня на платформе ГУМа откроется выставка копий снимков Ивана Юнака, фотографировавшего Гагру и семью принца Ольденбургского более века назад. На выставке будет представлено около 50 работ. В программе музыкальные номера от юных скрипачей Сухумской школы искусств и открытие фотовыставки в 19 часов. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 28 июня на территории Абхазии ожидается облачность без осадков. Температура воздуха ночью 17-22, днем 22-27 градусов, температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.